Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, Гагаузия. Заман хайролсун, паалы достлар. Буду говорить на русском, чтобы поняла нас вся аудитория. У меня есть так ко всем нам, гагаузам, призыв и обращение, призыв. Начиная с руководства Гагаузии, Гагаузьери, к нашим отцам-основателям гагаузской государственности, ко всем депутатам всех уровней и всех созывов. Хочу я обратиться, потому что в последнее время на самом деле очень много событий происходит в стране и в Гагаузии в том числе. Каждый тянет одеяло на себя, он свой, другой чужой. Кто не с нами, тот враг Гагаузии, кто с нами, тот друг Гагаузии. Как обычно делятся гагаузы на своих и чужих, но забывается одно, самое ценное, что эта Гагаузия создавалась для всех нас, для всех жителей Гагаузии. И слово «патриот», я вот смотрел внимательно серию передач на вашей студии в ЕНИАЙ, открытые разговоры, абсолютно каждого депутата просмотрел, и экс-башкана, табунщика, и депутатов парламента, и экс-депутатов парламента, и действующих депутатов. И всегда есть такая вражда между нами, между друг другом, которая однозначно нас не объединяет, а 100% нас разъединяет. И последняя передача господина Дудоглу, депутата парламента от ДПМ и лидера новой Гагаузии, куда сегодня стягивают и стягивается сегодняшнее большинство и в Народном собрании, и мы видим, как идет работа по населенным пунктам, убеждается, что новая Гагаузия, там это все патриоты, и туда надо войти. Мы понимаем, что в сентябре будет огромный съезд новой Гагаузии, и вот кто туда не войдет, то тогда уже четко дал понять депутат, что это будут враги Гагаузии. Но смею вас заверить, уважаемый господин Дудоглу, что если кто-то не войдет в новую Гагаузию и также будет бороться и отстаивать интересы Гагаузии, это не враг Гагаузии, однозначно. Это я вам твердо могу сказать, поскольку 3 года назад и 25 лет назад, когда и отцы-основатели формировали гагаузскую государственность, и 3 года назад, когда референдум готовился о национальном гагаузском единстве, и после гагаузской зимы 2 февраля была череда референдумов, где гагаузский народ показал единство, показал свою веру и сплоченность, свое православие, что оно не будет продаваться ни за какие гранды, ни за какие дивиденды от действующей власти. Очень плохо и очень жалко слышать, когда депутат парламента говорит, что до этого нам мешало то другое народное собрание, которое не включило нас в состав переговорщиков, а никто и не должен включать. Вы, как депутаты парламента, я считаю, которые обещали на предвыборной кампании, что первым делом, чем вы займетесь, это в Конституцию внедрение статуса Гагаузии. И целый год эти законы, я хочу заметить, не 2, а 3 законопроекта, потому что 3-й законопроект, он очень важный тоже, где говорится об нашем уровне Гагаузии, что у нас есть отдельный специальный уровень, если у нас есть специальный особый закон, за который проголосовало 68 депутатов, значит, он является особым уровнем. И не надо нас приравнивать, как приравнивали до сих пор, к обычным районам. Поэтому сегодня, я считаю, мое мнение, и это не только мое мнение, это мнение большинства граждан Гагаузии. Вы говорите на этих передачах, что вы со многими общаетесь. Я вам хочу тоже сказать, что мы тоже со многими общаемся, тоже ведем переговоры, говорим обо всем. И на самом деле Гагаузия хочет этого единства. Гагаузия не хочет этих распий. Вы на своем уровне что-то делаете, кто-то другой на своем уровне что-то делает. Мы общественные деятели, которые нигде не представлены, а как общественный барометр чувствуем из низов, что нужно для Гагаузии, мы лишь вам подсказываем, а порой мы и требуем. И наше требование было в 2013 году продемонстрировано
со сбором подписей, и очень пятый созыв поработал, я благодарен пятому созыву, и особенно тем 18 депутатам, которые проявили героизм, и 31 января, когда суд отменил, чтобы референдума не было на территории автономии, эти депутаты показали, что они действительно патриоты, хотя можно и большие ордена и не давать, но в данном случае я считаю, что когда каждый населенный пункт видит, какого депутата там не было, это и есть какой-то героический поступок, который после этого можно смело утверждать, что вся страна повернулась обратно. Вектор развития, тот, который в каждом подвале, кухне, офисе говорится, Гагаузия его продемонстрировала. И тот месседж, тот посыл, который был от Гагаузии дан всей стране, что Гагаузия хочет развиваться, Гагаузия хочет жить в самой стране, развиваться вместе с этой страной, Республикой Молдова. Но Гагаузия хочет свои права и полномочия, поскольку, как говорил и говорит всегда господин Бургуджи, постоянный председатель комиссии юридического отдела, то, что было в пятом созыве, он говорит, что у нас был заключен брак. И Дудоглу сейчас на последнем вашей передаче с Виталиком Гайдажи тоже четко дал понять, что да, у нас был этот брак, у нас была своя республика. Мы от нее отказались взамен на обширную политическую, культурную и социально-экономическую автономию. То есть, если руководство страны в 2009 году, который сейчас последние 8 лет правит страной во главе с демократическим большинством, если это демократия, конечно, и в пятом созыве депутаты ездили по многим автономиям и видели, как вообще автономии живут в тех странах, где идет децентрализация, где идет свободное перемещение законов местных, где гармонизация законов республиканских именно прикреплена к автономии, потому что это даже не нацменьшинство. У нас малочисленный гагаузский народ, он признан всем миром. И сегодня очень обидно и очень жалко, что именно ближе к выборам начинается выявляться патриотизм. Я не побоюсь этого слова. Патриот, он должен быть всегда патриотом. Не вчера быть чуть-чуть патриотом, голосовать за ночное правительство, голосовать за украденный миллиард, голосовать за антироссийские телеканалы, голосовать за многое. И вот когда, может быть, даже это и провокация, когда эти законы, которые господин Канду обещал еще в августе прошлого года, что они примутся, потому что они уже были двумя сторонами полностью завизированы. Есть эти акты, есть видеосъемки. На этих комиссиях участвовали и Пирко Топиола, и европейские структуры, те, которые хотят, чтобы наш закон об особом статусе в принципе выполнялся в полном объеме. И с августа месяца не то, что эти законы принялись, а юридическая комиссия полностью выхолостила эти два закона, а третий даже не пустила, чтобы о нем даже говорили. То есть это вызвало бурю негодования со стороны, понятно, Гагаузии. И наконец-то проснулись депутаты парламента, которые все вот эти годы разбирались только дерибанством. Те вопросы, которые их не касались, их не надо приглашать. Я вот слушал четко вас, Николай Харламович, вы сказали, нас не пригласили туда. Вас не должны были приглашать. Вы депутат парламента. Гагаус почему постоянно ходил на все те комиссии? Более того, я знаю, с Гагаузом не раз говорил, он говорит, и вас постоянно поддергивал, подталкивал. И тут абсолютно не в упрек, но хочу сказать, что вот такое вот поведение должно прекратиться. И 100%, как бы вы сегодня не сформировали большинство, как вы на первом участке, господин дорогой, я слежу за ним, смотрю за ним, и он себя некомфортно чувствует в этом народном собрании, потому что выигравший депутат, его просто сместили, судом был назначен абсолютно проигравший кандидат, и сегодня говорить о каком-то... Кто-то пришел к кормушке, и кто-то стоит у кормушки, а сами вы
не занимаетесь, а деребаните. Последние 100 дней депутаты не могут отчитаться за хорошую работу. Уже прошло больше 100 дней. Те законопроекты, мне, конечно, неприятно говорить, но Михаил, депутат с Киритлунги, мне кажется, наверное, ему не стоит даже в село приезжать, потому что я сегодня видел, он хорошие вещи говорил с Катей Жековой и с депутатом Савдармы по гагаузской тематике, про то, что мы поднимаем последние годы все эти вопросы, что на самом деле в Гагаузии, если не будет своего языка, культуры, традиций, то эта автономия потихонечку зачахнет, потому что на самом деле очень плохо у нас работает система, где в первую очередь должна быть в образовании включена, чтобы гагаузский изучался с детских садов, чтобы в школе. Сегодня очень печально, что вот в школе сегодня в 9 классе, допустим, сдают 2 экзамена на румынском языке по истории Румынии и просто всеобщей истории Гагаузии, там нету гагаузского этого экзамена, нету. То есть очень много проблем, но они не решаются вот такими моментами, когда мы на самом деле перекладываем вину на других. Налоговую забрали, лучше ее перекинуть на других, там исполком виноват. Вы, господа депутаты, виноваты, потому что вы законодательная власть. И 6-й созыв Народного собрания депутатов виноват, который не отстоял, не потребовал, не поставил, как Владимир Кыса сказал, и я сейчас с ним говорил, когда губернатор Санкт-Петербурга приезжал, мы с ним в церкви виделись, он сказал: Миша, мы эти вопросы четко поставили на контроль, и мы будем отстаивать, отбивать налоговую назад. Но как вы мне скажите, вы будете ее отбивать, если ее уже отдали? Более того, есть информация, что ее и в Кагул передадут. Какая разница, кто там, ваши люди, не ваши люди? Надо отстаивать интересы Гагаузии. Надо отстаивать каждую букву и каждую запятую Гагаузии. Те вопросы, когда идет концессия, вы опять перекидываете на кого-то непонятно другого. Корнел приходит и говорит: это нормально, пару дырочек сделают и все. Штрафы тоже. Сейчас вы сказали, что новая Гагаузия сразу, когда дипломатов депортировали и дали ноту протеста, демократическое большинство, лидеры демократической партии, это и Канду, и Павел Филипп, который премьер-министр, вице-председатель партии, и Владимир Кыса только на 3-й день после того, как общественники забили тревогу, Владимир Кыса, да, высказался. А лично вы, депутаты парламента Корнел и Демьян Карасинин не высказались по этому поводу. И многие другие депутаты не высказались. Да, вы правильно подчеркнули, Гагаузия 98%, она не пророссийско настроенная. Мы просто любим и уважаем наш братский народ российский. И это нормальная постановка вопроса, когда гагаузы выражают свое мнение, что это недопустимо так делать, как делает сегодня большинство парламентское. Сегодня вы, депутат Демократической партии, на прошлой передаче вы не сказали, что то, что сказал президент четко, что демократы очень быстро поставили законопроект по полностью трансляции, чтобы российские каналы здесь вообще не транслировались. Вот это вот двойная игра, вот эти двойные стандарты. 9 мая вы здесь празднуете и ездите в автопробег. В Кишиневе празднуют День Европы, тоже ваши однопартийцы. Это не складывается на уме еще. Помнится, у нас давно этот случай, еще 3 ноября, когда вы ездили, когда только новая Гагаузия объединилась с Демпартией, когда более 1800 людей со всей Гагаузии, непонятно тогда на какой парад тоже приехали, понимаете? И если вы говорите, то говорите, конечно, с чистого листа. Я вот поэтому и обращаюсь, призыв делаю ко всем гагаузам, потому что нас слышат все гагаузы мира. Все гагаузы мира очень внимательно, очень трепетно относятся к нам, Гагаузии, потому что по всему миру Гагаузия знает, что у них только дом здесь. Только здесь у них дом, и весь тюркский мир за нами наблюдает. Абсолютно не только Турция, наша братская Турция, которая не должна видеть вот это вот хамское поведение Чернева, когда Иван Кекюксал действительно много лет уже с Рафетом, они тянут в Гагаузию, тянут проекты,
они находятся рядом с президентом, они находятся рядом с премьером, Тика помогает, то есть есть благотворительность, это нормально. И когда происходит вот такой вот демарш, я вообще удивляюсь, когда Сергей Чернев выходит в инфотак и начинает там тоже вести такие разговоры, просто караул, понимаете, что они вышли, они закрыли дороги, они бастовали против налоговой, против штрафов, они идут против правительства. Вот задаю вопрос Сергею, а вы вообще житель Гагаузии? Вы вообще, какие интересы вы защищаете вообще? Или у вас только по установке, по указанию надо прыгать на столы, надо наезжать? Вот сейчас депутат Дудоглу сказал, что вы написали заявление на кого-то, сами там беспредельничаете и пишете заявление на кого-то. То есть вот эти вещи, они нас никогда не будут объединять. И, конечно, вы когда обвиняете другую сторону и говорите, что вот там какие-то проплоченные общественники, или там у них нету ни стыда, ни совести, вот мы здесь бьем себя в грудь, что мы патриоты, что мы вот отстаиваем все законы, мы даже готовы депутатские мандаты сбросить. Так сбросьте, покажите. Покажите, почему вы на Башканский идете и говорите, я приостанавливаю свое демократическое членство, потом опять вы член демократической партии. Сегодня вы говорите, если до лета, и Корнел это сказал четко, и пообещал гагаузской аудитории, что 100% до летней сессии эти 3 закона, они будут выполнены, за них будет проголосовано. И дай-то Бог, чтобы мы это видели, потому что ваша вся предвыборная кампания депутатов парламента, уже 3 года прошло, она была четко сформулирована, что вы будете отстаивать каждую букву, каждый закон, каждую запятую закона об особом правовом статусе Гагаузия, Гагаузьере. Мы ничего этого за последнее время не видели. Мы видели только кромсание Гагаузии, и скорая, и МВД, и прокуратура, и все законы. Обращаясь к Владимиру Кыса, председателю Народного собрания, зная его много лет, как бы кто к нему не относился, у меня к нему уважительные отношения, и к нему лично я пользуется у меня уважением этот парень. Почему? Потому что он, по крайней мере, не как те, извините за выражение, может быть как-то некорректно будет, но как бы он те вот, не буду выражаться, но он пошел с демократическим флагом с самого начала. Ему не стыдно заходить себе в село, в себе в район и говорить. Он может пойти и в Кишинев тоже и сказать, слушайте, ребята, да, я в большинстве, в демократическом, но там у меня люди требуют и просят. А вон те вот, которые пошли под флагами социалистов, под флагами независимых, и которые опять сформировали это большинство, которое нужно опять сегодня Кишиневу, оно не нужно Камрату, оно не нужно Гагаузии. Оно нужно Кишиневу для того, чтобы манипулировать сегодня вот этим большинством, чтобы проводить не те законы, которые нужно. Поэтому обвинять самое легко. А вот чтобы сесть действительно за стол переговоров, и я как бы тоже готов. Вы призываете в каждой студии разговоры, там, что мы готовы объединяться. Какие вопросы? Мы тоже готовы объединяться. Ради Гагаузии надо садиться за стол переговоров и говорить, кто на какой стороне может больше сделать. И мы с Владимиром говорили на эту тему. И я вас уверяю, что мы вас в покое не оставим. Ни Народное собрание, ни исполком Гагаузии. Мы никогда, общественные деятели, не брали ту или другую точку зрения. Мы брали точку зрения интересов граждан Гагаузской автономии и Республики Молдова в целом. Потому что мы государственники, мы за государственность Республики Молдова. И мы на самом деле, как кто-то там говорит, какие-то деньги там платят, да, по 200 тысяч долларов за каждый митинг. Сегодня было с нашей стороны десятки и сотни митингов, протеста, которые принесли огромную пользу для Гагаузии, которые принесли нам референдум, это второе дыхание для Гагаузии. Весь мир узнал о Гагаузии. Молдова и руководство Молдовы после референдума по-другому начало общаться с Гагаузией.
И даже если они действительно пытаются нас не видеть, не слышать, европейцы и другие аккредитованные посольства, и Германия, и Великобритания, и турецкое, самое главное, посольство, и российское посольство всегда нас защищают, народ Гагаузии. И однозначно они хотят, чтобы наши законы работали. Но самая большая беда в нас, самих гагаузов. Самая большая беда, еще раз повторяю, в нас, гагаузов. Мы не можем на самом деле сесть и договориться. Вот народ Гагаузии выбрал одного человека. Все, мы идем, работаем с ним. Народное собрание, как бы кто ни прошел, Бог с ним, вы уже сделали эти махинации и по первому участку, хотя это недопустимо. Это по беспределу, когда людей, простых, старых жителей закрывают, молодых спортсменов, которые ломают им карьеру. Не буду сегодня называть имена, мы много на эту тему говорили. Бог с ним уже, что случилось. Как говорится, Бог нам всем судья, Он всем нам даст оценку нашей жизни и кто что сделал. Я не против Николая Харламповича, я не против его команды. Я всегда говорил, что этот человек тоже что-то сделал для Гагаузии. Но некоторые вопросы, когда он делает, оно перечеркивает все, то, что он делал хорошее, понимаете? И когда такие люди, как Чернев, вокруг него и такие вещи говорят, оно конкретно бьет по его имиджу. Поэтому я думаю, когда речь идет об объединении, надо искренне говорить об этом объединении, а не готовиться к парламентским выборам, потому что понятно уже, что парламент уже никогда не будет таким, как он сегодня. Будет смешанная система. Однозначно, я говорил с президентом на днях, он мне сказал, что однозначно будет смешанная система. Я, как и многие жители Гагаузии и многие жители Молдовы, верят президенту. Я знаю, что президент поддерживает Башкана, и я знаю, что Башкан поддерживает президента, поскольку они не пророссийские, они прогосударственники, прогагаузские и промолдавские. Я знаю, что у них хорошие отношения с руководством Российской Федерации. И, безусловно, это все плоды того референдума, того самого референдума. И когда нам говорят, а почему вот Гагаузия не получила то, или Молдова еще не получила это, и вот как господин Дудоглу сказал, дружеский жест был бы со стороны Российской Федерации, если бы они сняли бы пошлины, потому что мы уже как бы не в стране СНГ, а у нас действительно изымают пошлинность, потому что я тоже имею отношение к овощным и фруктовым товарам. Но, уважаемые друзья, как может руководство Российской Федерации сделать нам такие жесты, о которых мы просим? Убрать пошлину, не высылать ответных дипломатов, или же через простых жителей Республики Молдова, которых более 700 тысяч граждан трудятся в Российской Федерации, не ставить им депорты и так далее. Это не стандарты одного уровня. Это нам, жителям страны, показывают, чтобы мы, на самом деле, когда выбираем, чтобы мы выбирали правильных людей в народное собрание, в Башканы, в президенты, в депутаты парламента, потому что мы не против, мы не должны закрываться от всего мира. Мы должны дружить и с Европой, и с Востоком, и с Азией, с Западом, но стратегический партнер, что у гагаузов, что у молдаван, это Российская Федерация, это Евразия, то, что нам ближе, это православие. И когда сегодня депутаты, те, которые голосовали за все проевропейские правительства. За эти 8 лет каждый день уезжает со страны по 106, по 110 человек каждый день. И за все эти 8 лет они говорят, что мы в оппозиции, получается, а они у власти. Четко Николай Харлампович дал понять, что вы в оппозиции, вы шумите, мы готовы работать, но вы ничего не делаете. Так вот, я вам хочу сказать, что мы винтик за винтиком, мы потихонечку приходим к той цели, к тем задачам, которые были поставлены. И были поставлены не лично мной, а были поставлены жителями автономии, жителями всей страны.
И я думаю, что этот год он будет самым тяжелым, конечно. И будет большая борьба, и вы активизировались не случайно, и эти пакеты, которые сейчас ходят, и тот же Руслан Горбалы, отдельно остановлюсь, парень, который 100% не прошел бы на том участке, там Сергей его выигрывал вместе с Юрой Якубовым, и только наша поддержка наших сильных сторонников помогла ему выиграть, и то, что Демпартия ему дала директором Кишиневгаза, конечно, продать своих избирателей – это кощунство, на мой взгляд. Вот это мое личное мнение. Надо отдавать мандаты в таком случае. И по тем населенным пунктам, там, где тоже депутаты шли с одной программой, а сегодня с другой программой, и думают, если они сделают этот законопроект, который предложил Тарнавский и Жекова, где абсолютно ущемляется одно село, дается другому приоритет больше, поверьте мне, за каждым, за вами наблюдают, и спрос будет, конечно, конкретный. Вот как по Мише я сказал, в Ферапонтовку голосуют 2 миллиона 400 за Дом культуры, хотя это пятым созывом давным-давно эти деньги, это все, работа была проделана, уже было показано куда что, но в Киритлунгу 2 раза по 900 тысяч лей давалось. И, Михаил, можно было как минимум отстоять свое село. И вам, господин Кыса, как председателю, как дирижеру там в Народном собрании, я понимаю, что у вас есть руководство выше вас, но все равно вы тоже должны отстаивать. И каждый депутат, который примкнул к вам, вы как минимум не должны его обижать или опускать перед ихними избирателями. Потому что это вот там-то как раз видно дерибановка. Вот там как раз, вот как вы говорите, приходят кормушки дерибанят, вот там как раз видно, когда Григорию Кадыну дают клуб Огуспорт государственный, в частную компанию, там, где бегают одни негры, и забирают самых лучших спортсменов туда, и отдают с бюджетом вместе. И когда вы говорите, что Рома там, Тютин не спортсмен, и он не может это самое, Сергей Дамак спортсмен, он председатель этой комиссии, он в один день налетел на Чевдаря, что Чевдар не юрист. Если так посмотреть, то у вас там половина президиума нужно расформировать. Поэтому не надо так ставить вопросы. Получилось, как получилось. Кто-то говорит, что не хотели делиться с властью. Как раз с вами с властью и поделились. И думали, что было спокойствие. И там попросили и президент, и другие, что должна быть какая-то консолидация, пойдем вперед, но вперед не получилось, получилось только назад. Получилось только назад. Получилось так, что сегодня, когда Тарнавского избрали, и когда поняли, что Тарнавский может быть неуправляемым, он-то понятно, он сказал, что по закону. А мы же говорили, что вы нарушили закон. С первого дня мы говорили. И Чимпаеш, и другие депутаты, и мы, общественники. Мы же говорили, что вы нарушили. Но вы вспомнили это только через месяц. После, когда был проголосован исполком. Вы вспомнили в срочном порядке, что Саш нарушил процедуру. И Катя Жекова как минимум должна извиниться, Катерина Федоровна, перед всеми жителями Гагаузии, что вот так случилось с Александром Тарнавским. Вы же, как было ваше протеже, что вот Александр, многие другие депутаты, и я не против Александра. Я человека уважаю, он достаточно эрудированный депутат. Я понимаю его принадлежность, что он по-другому не может, он шел с Николаем Харламповичем. И это нормально, когда люди идут до конца в команде, не прыгают с ветки на ветку. Но мы, как общественники, мы заметили в этом народном собрании с самого начала трещину. Надо было продолжать так же работать, как в 5-м созыве. Как бы кто ни относился к Дмитрию Георгиевичу Константинову, я хочу сказать, что еще будут вспоминать об этом председателе Народного собрания, который смог объединить всех депутатов. И они работали в унисон, мало-много, они сделали законы. 74 закона, которые в основном все нормальные законы. И сегодня мы видим, как 6-й созыв сел на новые машины, красная дорожка, все комиссии работали, бюджет поднят,
и не только вами, Николай Харлампович, а все мы тогда подняли тоже вопросы по вот этой налоговой добавке, которая оставалась в Гагаузии. Я вам больше скажу, что пятый созыв сделал, что региональный департамент с 2009 года до прошлого года не давал ни копейки. И когда был Валерий Стрелец, был премьер-министром, тогда знаю, что депутаты, конкретно председатель, и они вели тогда переговоры и доказали, убедили, что региональное развитие только на бумаге в Гагаузии ни бануцы не получило. И слава богу, дорожный фонд, региональный фонд начинают потихонечку в Молдове понимать, что есть Гагаузия. Они не хотят нас ни видеть, ни слышать, но это вы должны доказывать. Вот как вы сейчас говорили на передаче, мы пытаемся, мы доказываем, мы иногда голосуем с социалистами. А вы говорили по-другому на предвыборной кампании, что вы, пройдя туда, вы убедите их всех, что наши законы вы в течение года, ну максимум 2, вы проголосуете. И вы поставите их на ту полочку, там, где должны быть гагаузские законы. И вам будет честь и хвала. Мы только гордились бы этим всем. И все минусы, все ошибки, которые были сделаны вами, потому что мы все ошибаемся. И я, и Башкан, и вы, и все, кроме Бога, никто не ошибается. Остальные все мы ошибаемся. Они могли бы быть стерты, эти все ваши проколы. И не как вы говорите, 5 округов, мы уже договорились с Демпартией, это был проект одномандатной демократической партии. Сейчас чуть-чуть поменяется. А надо четко, последовательно отстаивать квоту Гагаузии. Надо четко. И я говорил с президентом неоднократно, и я и Башкану говорил, и всегда выходил на телевидение и на митинги. Я уяснил у отцов-основателей гагаузской государственности и у Степана Топола, Степана Михайловича, первого президента, и у Киндигеляна Михаила Васильевича, первого председателя парламента Гагаузии Верховного Совета, и у Леонида Доброва, одного из основателей Гагаузского национального университета, и кому принадлежит законопроект Гагаузъери. Я у них, вот как сейчас, уяснил вот по бумажке буквально следующее, что наш гагаузский бюджет вообще около 3 миллиардов лей. И это не победа, когда, да, это маленькая победа, безусловно, когда мы отстаиваем какую-то букву, какой-то пункт или какие-то деньги, которые сюда приходят в Гагаузию. Но никогда денег не хватит. Вы уйдете, другие придут, до вас кто-то был. Никогда денег не хватало. Табунщик было 150 миллионов лей. Формузал пришел, было 380 миллионов. Сегодня в руководстве другой Башкан уже 670 миллионов. Но денег все равно не хватает ни на капитальные вложения, ни на дороги, ни, к сожалению, если будет еще пару катаклизм таких, как Гагаузию апрельские были, конечно, страшные. Денег никогда не хватит. Но вот через единство, через обращение, призыв к нашим гагаузам, что мы должны консолидироваться по-настоящему, и как это было на референдуме, когда мы увидели цифру Бога, и за 20 лет, как Листник сказала, госпожа Листник, председатель ЦИКа тогда, что такой явки не было за 20 лет. Это впервые, когда более 70% населения вышло и проголосовало за референдум, 70 777 человек. Вот такое вот сближение, вот такое вот настроение должно быть у нас всегда в Гагаузии. И я думаю, что, и даже уверен, что ближе к осени по-любому нас ждет жаркая осень, жаркое лето. Борьба будет продолжаться. Каждый будет бороться, как он может. Демократическая партия во главе с Николаем Дудоглу, который находится в Гагаузии, будут отстаивать ихние проекты. Социалисты будут отстаивать ихние проекты с Федором Гагаузом, с Александром Суходольским. Кто-то еще что-то будет отстаивать. Каждые политические формирования будут что-то отстаивать. Я предлагаю другую модель. Я четко, конкретно предлагаю, чтобы мы на самом деле собрались, я призываю всех в самое ближайшее время собраться всем патриотам Гагаузии. На самом деле патриотам, не на словах, на серьезных делах. Собраться
патриотам, подготовить повестку дня. И в первую очередь я хочу обратиться к старейшинам. Василий Романович, вас не вижу вообще. Ездить только смотреть, у кого какое давление, это не то. Хочу сказать Михаилу Васильевичу Киндигеляну, вы пока в строю, уважаемые аксакалы, Степан Михайлович Топал, Бургуджи, Леониду Доброву и всем остальным патриотам с Чедрлунского района, Димдиму Зирову, Слу, конечно, Ивану Ивановичу, Калчу, Илье. Я всех призываю аксакалов, чтобы мы действительно смогли собраться, и мы, молодежь, та молодежь, которая хочет повести Гагаузию дальше, молодую Гагаузию хочет повести дальше, мы должны четко обозначить приоритеты и кто что будет делать. Если у вас есть такая площадка на парламентской студии, то мы должны ее использовать. У нас сегодня есть народное собрание, у нас есть много рычагов, у нас есть сегодня исполнительный комитет. И я, конечно, соглашусь, что, госпожа Башкан, вы должны быть более требовательны, более настойчивы, и ваш голос, безусловно, должен быть слышен больше. И вы не должны бояться, потому что за вами однозначно есть сила, народная сила. И те, кто говорят, что там лжете, не лжете, там второе, третье, я думаю, что они ходят по населенным пунктам, но не по тем переулкам. Но у вас тоже есть, к вам тоже есть вопросы. И у меня лично. И мы с вами обсуждаем их. И я вам говорю, что должны быть брифинги, должны быть пресс-конференции с вашей стороны больше. Как говорили и на Конгрессе, и 23 декабря, как Михаил Васильевич Киндигелян и Топал сказал, «Дишлерлям олсун такискин, сиз бюм bizde yıl kişisiniz, sizlem konuşasınız, hem президентлан, hem это самое премьер-министрлан, председателем парламента, со всеми ветвями власти однозначно». И народ пойдет. Пойдет и каждый депутат. И на самом деле власть, она должна четко понимать, что вы слуги народа. И депутаты парламента, и Башкан Гагаузии, и все чиновники исполнительной власти, и законодательной власти. Вы все слуги народа. Вы взяты на работу, вы менеджеры. И 100% вы должны отчитываться по всем деньгам. Прозрачно должно быть все. Все мэры и все советники должны работать как одна огромная большая семья во благо вот этого маленького, может быть, но нашего дома общего, Гагаузии и Гагаузьере. Потому что только так мы спасемся, как нация. Только так мы спасем автономию, передадим ее нашим детям. Потому что то, что нам передали наши отцы-основатели, к сожалению, мне стыдно об этом говорить, но очень много упущено. И упущено не только нынешней властью. Оно упускалось все 25 лет последних, 23-й год подряд у нас автономия. Так вот мы вот эти все годы мы просто-напросто потихонечку у нас урезали. Да, я понимаю почему, потому что есть вещи иногда такие, где руководители не могут сказать одно, второе, третье, потому что идет давление, силовое давление со стороны Кишинева, со стороны центра. Поэтому я и предлагаю модель, когда не вы сами будете это делать, а когда вы будете делать при поддержке народа, вот как было на референдуме. Ведь на вас тоже давили, на каждого из вас давили. Но при поддержке народа вы смогли сделать этот референдум. И сегодняшний конгресс гагаузов четко подтвердил и показал, что за гагаузами наблюдает вся мировая общественность, все мировое сообщество. Сегодня наш Башкан, она не руководитель нашего регионального только уровня значения и не республиканского. Сегодня после референдума, и надо держать марку, я поэтому говорю Башкану, что надо быть в некоторых моментах однозначно жестче и твердее. И что касается именно законов, и что касается, когда надо защитить тех людей, которые попадают под какую-то машину давления.
Потому что сегодня Башкан Гагаузии, он является уже международного уровня. Встреча с президентом Путиным, встреча с президентом Эрдоганом, встреча с президентом Киргизии, Татарстана, Беларуси и многих других лидеров. В Германии сейчас была с вице-премьером, встречались там в Германии, советником Меркель. Это говорит о том, что Гагаузия вообще это никак. Сегодня парламентское большинство, Николай Харлампович говорит, что это простой район. И что у нас уровень, как у Чемишлийского района. Гагаузию знает весь мир. И к нам относятся как к автономии. А сегодня у нас только остался, два органа осталось. Это Институт Башканства и Институт Народного собрания. Канцелярию отсюда надо убрать. Вы к ней обращаетесь, пацаны. Они проверят эту законность. Прокуратуру Гагаузии надо вернуть. Что такое полиция? У нас УВД всегда было и есть, она и в законе об особом правовом статусе написана. Надо вернуть. Суд, трибунал уложения в первом чтении приняли. Надо принять, потому что такие, как в первом округе, эксцессы, когда депутат выигрывает на 600 голосов больше и его снимает апелляционная палата, отдает Верховный суд, и это неправильно. Тут получается, что сильного человека снимают, тот, который борется за гагаузские права и полномочия, в угоду другому, который я хочу услышать и увидеть Виталия Драгоя, когда он начнет отстаивать скорую помощь обратно, когда он начнет отстаивать налоговую, когда многие вещи, которые вы говорили в предвыборной кампании, и сегодня вот эта объездная дорога, которая делается на Авдарму, и вы перетягиваете ее себе, или вот сегодня делается объездная дорога Камрад, которую мы тоже перекрывали жителями Туканяски, вы тоже можете ее на себя перетянуть. Или же сегодня, которые деньги опять мы смогли выбить Анастасову в подвалы, дополнительные средства, потому что эта проблема не Анастасова, это проблема от вас тогда еще оставалась. Или же те долги, которые Анастасов говорил, когда он пришел, было 8 миллионов, и он закрыл эти долги. То есть есть у каждого, у кого можно найти бревно в глазу. У каждого. Но знаете как, соринка у себя в глазу, когда застревает, ее вытираешь, а смотришь, нет, у него больше. Поэтому у нас, я думаю, что назревает тот момент, что я однозначно уверен, что Гагаузия будет на стороне президента Додона. Я однозначно уверен, что Гагаузия должна получить квоту. И Додон это обещал, президент. И я думаю, что он должен будет сдержать свое обещание, потому что, к сожалению, я не увидел ни в партии социалистов, ни в демократической партии, нигде, кроме того, как мы, общественники, надавили на народное собрание, и я увидел, что совместное заявление они подали в парламент страны, что должна быть у нас квота. Но у меня, по моей информации, есть, что она туда даже не дошло. А что она туда даже в парламент не дошло. Поэтому, конечно, будем проверять, но у нас должны быть четкие правила игры. И эти правила игры должны быть у нас на нашем гагаузском Курултае. За нами наблюдают гагаузы России. За нами наблюдают гагаузы в Турции. За нами наблюдают гагаузы по всему миру. Давайте покажем свою сплоченность, как это было на референдуме. Давайте покажем, сейчас будет референдум в сентябре. Я предлагаю у законодательной власти, я Владимиру Косу сказал, он мне сказал: Михаил, нет вопросов, общайтесь с народом, если народ поддержит, мы тоже поддержим вас. Я считаю, что только воля народа может помочь сегодняшней власти, неважно кто в какой стороне. Сегодня власть, депутаты парламента, депутаты Народного собрания, исполком, мы, народ, должны вас уважать, потому что мы вас туда выдвигали, мы за вас голосовали, неважно в какой стороне вы, в той или в другой, вы гагаузы. И вот мы должны четко сейчас обозначиться, что мы хотим. И на референдуме, который будет 24-го, поставить свои два вопроса. Это один экономический и один политический. И закругляясь, я хочу сказать, что
уважаемые жители Гагаузии, уважаемое руководство Гагаузии, уважаемые отцы-основатели Гагаузии, я лично, вот Михаил Влах, очень хочу, чтобы у нас в Гагаузии было спокойствие, мир и порядок. Я понимаю, что это иллюзии, и такого никогда не будет. Я понимаю, что борьба будет постоянная, но пусть эта борьба будет чистая, честная. Пусть эта борьба будет настоящая, как вы нас учили, Николай Харламович, на ковре. И слышу много там с вашей стороны этих ребят, которые там начинают меня оскорблять разными обвинениями. Я не вожусь на эти оскорбления. Единственное, что хочу сказать, что те, кто так высказывается, они должны посмотреть на себя в зеркало. Вот так вот. Поэтому, уважаемые жители Гагаузии, уважаемая страна, уважаемые люди, те, кто будут смотреть нас, этот эфир, я желаю всем искренне добра в этот пост, чтобы Гагаузия процветала. И когда такие люди, как губернатор Санкт-Петербурга, приезжают в Гагаузию, значит, плоды референдума, они были не напрасными. И мы действительно будем шаг за шагом бережно относиться к каждой букве Гагаузири. Sağlık, bereketem, kısmet, Хербер Алина, Хербер фамилия. Ben düşünüyorum hani biz daha buluşacağız, biz daha layıkçıyız. Sağ olunuz.